Каково это работать и лечиться в красной зоне? Зоне, где выживают и умирают, где спасают жизнь и вновь обретают ее смысл. Защитные костюмы, маски и перчатки. Дышать стало сложно через 5 минут. Далее пустой коридор, двери в палатах открыты. На этаже тишина. Слышен только шорох комбинезонов. От этого еще больше становилось не по себе. Пациенты разные. Одни были не в состоянии говорить на камеру, другие, собрав силы, благодарили врачей. Очень благодарна теплоте и человеческому отношению этого отделения. Большое вам спасибо за все. Низкий поклон. Дорогие мои соотечественники, не шутите. Это очень тяжелое заболевание, это ад. Берегите себя. Не надо обниматься, не надо бежать на похороны друг к другу. Это очень страшное дело, ребята, честное слово. София Авицба, 72 года. В больнице она уже 8 дней. Ее состояние средней степени тяжести. По словам сына, она до сих пор испытывает недостаток кислорода. Александру разрешили ухаживать за мамой, и он все это время находится с ней в красной зоне. Такого чуткого и нежного отношения к пациентам я не видел давно. Мама тяжелая поступила, задыхалась практически. Сейчас вот я динамику вижу я положительную. Я думаю, что все будет хорошо. Если София Авицба в больнице 8 дней, то Капа Шакрел здесь с 14 января. Попала она в Гудаутскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Сегодня ей лучше. Кашляла, задыхалась. Я думаю, ну пройдет сегодня, ну пройдет завтра. Назначение дали. Второй раз только обнаружили, что корона у меня. 1 декабря я сдала анализ, не было. Потом выявилось. И положили. Положили на девочки под кислородом, под этим, то сюда, то сюда. По 2,5 часа кашляла, задыхалась. Все. Вытащили меня. Все, что надо, делают. И медсестры, и врачи, и все. Такое я не видела еще, чтобы вот так вот ухаживали за больными. Вот клянусь с моим сыном покойным, не видела. Прекрасные люди. Не устают, не ругаются, не злятся. Нет слов, девочка, нету царей, нет слов. Таких я еще не видела, вежливых медсестер и вот врачей. Хорошая динамика и у 70-летней Анны Тани. Еще неделю назад женщина задыхалась, не могла вставать на ноги. Сегодня, благодаря врачам, она самостоятельно ходит и уже не задыхается. Мне стало плохо, одышка пошло. Сердечные приступы, у меня инфаркт, прединфарктное состояние. Дома лечилась неплохо. Попала я 3 числа в больницу. Невыходное положение было уже. Они меня подняли прекрасно, обслуживание отличное, лекарства, все, что надо. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Хожу, одышки меньше. Медсестры все прекрасно относятся, все делают, что необходимо. И кто это придумал, кто вот это все выставил, сделал, организовал, чтобы 100 лет жили. В красной зоне всегда находится один из дежурных врачей. 2 раза в день он совершает обход, утром и вечером. На это уходит по 2-3 часа. Каждого нужно осмотреть, проверить основные показатели, а потом еще и заполнить необходимые документы. И все это надо делать в защитном комбинезоне. На 4-м этаже терапевтического отделения, которое было перепрофилировано в инфекционное, больше 30 пациентов. Заведует отделением Эльвира Царгуш. Если у нас люди отяжелели, если они нуждаются в реанимационных мероприятиях, мы их переводим в реанимацию. Да. И бывает, что они к нам возвращаются. Но не все люди, которые лежали в реанимационном отделении, возвращаются к нам. Они могут оставаться и там, долечиваться на 2-м этаже, где лежат больные с заболеванием средней тяжести. Здесь только кислородотерапия, только кислород. Ни СИПАП, ни ИВЛ здесь нету. Да, потому что это уже должен реаниматолог работать с такими больными. Здесь реаниматологи не работают. Персонала не хватает. И среднего персонала не хватает, и врачей тоже, конечно же, не хватает. А вот реабилитация после того? С реабилитацией все гораздо сложнее. Пока что у нас не было возможности заниматься полноценной реабилитацией, потому что у нас не хватает мест. Для того, чтобы заниматься полноценной реабилитацией, должны быть достаточное количество мест, и должен быть уже специальный персонал, который этим будет заниматься.
Пока у нас такой возможности не было. Даст Бог, будет меньше людей, то мы, конечно, уже будем этим заниматься. Ну, реабилитация частичная, конечно, наши больные проходят. Они не могут уходить домой на концентраторах кислородных. Вот это уже это та минимальная реабилитация, которую они получают. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией госпиталь оснащен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием. Контроль за выполнением врачебных назначений ведет старшая сестра Маргарита Айба. Эльвира Владимировна нам выписала рецепт. Вот дальше за процессом она Дальше как-то следит. процесса выпиской занимаемся мы старшие сестры. Я и со мной еще старшая сестра детского отделения. Мы помогаем друг другу, потому что у нас очень большое количество медикаментов, которые мы получаем. И по этим листам назначения мы идем в аптеки, которая работает практически круглые сутки. Мы получаем медикаменты. В обществе бытует мнение, что якобы врачи и медсестры не додают нужное количество медикаментов пациентам. Например, вместо полной ампулы могут вколоть половину. Вот как на это ответили медработники. Народ, который считает, что мы что-то не доделали, что-то мы вот упустили, я думаю, что их надо просто пригласить к нам в гости. Мы их встретим, проведем в каждую палату. И пусть они видят, как больные тяжелые мучаются, и как тяжело проходит эта болезнь. Это хорошо, когда в легкой форме, а когда тяжелая, не очень-то приятно видеть каждого, и как он страдает, и как он мучается. А люди, которые говорят излишек, я вообще не люблю, когда говорят. Надо прийти самому воочию увидеть. Надо говорить после того, как ты увидишь, а не после того, как ты услышишь. На каждого больного есть лист назначения, который делает доктор. У одного больного может быть до 8, до 9 препаратов разных. Перед тем, как зайти в красную зону, медсестры, которые заходят в красную зону, в зеленой зоне мы вдвоем, вот мы в паре с девочкой, мы собираем все препараты. Вплоть до того, что вот и антибиотики, и все препараты, и такие вот препараты гепарин и так далее, мы все набираем в шприцы. То, что капельно, мы тоже все набираем, систему одеваем, чтобы они уже все готовое могли зайти, чтобы у них на это время не уходило, чтобы сразу начинали капать. И мы вот эти вот все назначения перепроверяем по 2-3 раза. То есть надеяться на то, что вот я сегодня все, я могу из 20 человек, я могу где-то, чтобы я не упустила, чтобы такого момента не было. Моя вот напарница обязательно перепроверит меня. Доктор перед тем, как зайти, еще раз зайдет, то есть перепутать что-то или не додать какой-то препарат. У нас в отделении такое не бывает. Инфекционный госпиталь – сложно организованное учреждение, где важна каждая деталь. Здесь не только лечат пациентов, но и обеспечивают их изоляцию для предотвращения распространения инфекции. Из-за нехватки младшего медперсонала родственникам позволено ухаживать за больными в красной зоне. У нас медицинский персонал средний практически переболел весь переболел. Можно сказать, прям каждый месяц у нас по 3, по 4 человека болели. У нас всего 4 санитарочки, 2 сестры-хозяйки. И без них, конечно, трудно быть в отделении. А еще и в красной зоне, если ухаживать индивидуально, у них, конечно, не хватает рук. Ни у среднего персонала, ни у младшего. И тогда, конечно, родственники приходят на помощь, они ухаживают. Работа врачей – это адский труд. В течение своей смены им приходится обходиться даже без воды. Мы работали в красной зоне больше часа. Мы завершили свою работу в красной зоне, спустились на первый этаж. Здесь нас продезинфицируют. Здравствуйте. Мы направились в здание, где установлен компьютерный томограф. На сегодняшний день он работает бесперебойно с 10 утра до 5 вечера. Поток людей большой. Вроде говорят о том, что есть какой-то спад, но на КТ у нас спада никакого нет. У нас по 30, по 40 человек в день. Учитывая, что это единственный аппарат КТ на всю республику, то есть ковид грязная зона, поэтому, конечно, у нас нагрузка не уменьшается. У нас идут и стационарные пациенты, у нас идут амбулаторные пациенты, и все, естественно, по направлению врача обязательно. И просто хотелось бы предупредить именно наших всех пациентов, которые ковид положительные. То есть если у них ПЦР подтвержден, это не значит, что нужно сразу идти делать КТ. Поэтому у нас поток и не снижается. Мы делаем, грубо говоря, иногда бессмысленные заключения, исследования, то есть ненужные, потому что люди облучаются лишний раз, и мы не можем им доказать, что сейчас у вас нет показаний для КТ.
КТ. На территории Гудаутской ЦРБ для кислородных баллонов строится отдельное помещение. Сейчас баллоны находятся на открытом воздухе, что небезопасно. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.